прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Сжигать мусор можно и без сортировки. Завод принимает на переработку 100% твердых коммунальных отходов. Новый проект мусоросжигательного завода предложили сегодня Рустаму Минниханову. Чем еще заинтересовался президент Татарстана, расскажет Зарина Ахметова. Первый республиканский экологический форум. Поджимают сроки. Это, наверное, правильно, когда разделили производственное объединение, когда разделили детские учреждения. Как бизнес готовится к реформам, расскажет Салават Мухаммадулян. Античеловечные условия. Спрашивали, где кушать, где еду берет, там воду. Все на улице. Почему бугульминец вынужден жить в страшных условиях? И кто может ему помочь? Филюза Хамидуллина. Когда о WorldSkills еще не слышали, но рабочие уже соревновались. На промежуточном рубеже метание гранаты на зачетное расстояние. Как в Казани прошел прообраз чемпионата мира по рабочим профессиям, узнал Дмитрий Аринин. Биологические отходы на удобрение, пластик и металл на продажу. Сегодня на совете директоров Татнефти Химинвестхолдинга Рустаму Минниханову предложили новый проект мусоросжигательного завода. По словам компании, сортировки мусора он не требует, а вот окупиться может всего за пару лет. Обо всем подробнее Зарина Ахметова. Завод принимает на переработку 100% твердых коммунальных отходов. То есть нет необходимости в досрочном разделении мусора. Это не проект на бумаге, а уже готовый действующий завод. Пока только в США, но представители питерской компании предлагают внедрить технологии в Татарстане. Ее представители уверяют, технология не только экономичная, но и экологичная. На этапе обработки паром, то есть мы не добавляем никаких химических реагентов, это исключительно водяной пар, который есть в избытке на предприятиях нефтехимического комплекса. Происходит вот такая стерилизация, такая и дезодорирование твердых коммунальных отходов. После биологические отходы на удобрение или захоронение, стекло на дальнейшее использование, а вот металл и пластик на продажу. За счет этого и окупаемость проекта всего за 2-3 года. Мощность такого мусоросжигательного завода 150 тысяч тонн отходов в год. Сумма инвестиций 2,7 миллиарда рублей. Мы обязательно направим наших людей туда, где это реализовано. То, что вы говорите, это, конечно же, совершенно другое понимание и другие вещи. Я думаю, что в любом случае ваш доклад очень интересен, и мы хотели бы дальше продолжить возможности нашего сотрудничества. Сотрудничать с Татарстаном Рустам Минниханов предложил и Российскому экспортному центру. Госинститут помогает предпринимателям выйти на зарубежные рынки. Республике есть что предложить на экспорт. Это не только пластик и продукты нефтепереработки, но и сельхозпродукция. Агропромышленный комплекс есть. Нам надо сейчас продвигать продукцию сельскохозяйства, особенно халяль. Я думаю, тем более у вас есть свои точки и вот в Арабских Эмиратах, вы сказали. Кроме того, президент республики попросил представителей экспортной компании провести семинар для татарстанских бизнесменов. Свою разработку предприятиям республики предложили и химики Российского химико-технологического университета. Аэрогель, который сегодня уже производится в Подмосковье, обладает высокой теплоизоляцией и может быть полезен в нефтехимии. Вот если в таблицу посмотреть, то там представлены данные по теплопроводности минеральной ваты пенополистирола, например, который находится в пределах от 34 до 45 милливатт на метр Кельвин. И аэрогеля, теплопроводность которого находится в пределах от 12 до 20 милливатт на метр Кельвин. То есть эта теплопроводность ниже, значительно ниже, чем теплопроводность воздуха. Показали товар и лицом. Разработку президент республики оценил. Сразу на заседании нашлись и заинтересованные компании. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Компания «Татнефть» определила ключевые IT-проекты на ближайшие 2 года. Ожидаем экономический эффект 12 миллиардов рублей. Планы озвучили сегодня на очередном заседании Совета директоров под председательством Рустама Минниханова. По оценке компании, прирост извлекаемых запасов нефти в прошлом году составил более 30 миллионов тонн. Обсудили и выполнение инвестиционной программы. Основной их объем «Татнефть» направила в разведку, добычу и нефтепереработку. Снижение вредных выбросов и экологическая реформа. Эти вопросы стали главными на первом республиканском экологическом форуме. Сегодня он проходит в Казани. Участники, эксперты и представители около 200 татарстанских компаний. Что волнует бизнес и как будет меняться экологическая обстановка, узнал Салават Мухаммадуллин.
Чтоб дышалось легче, на глаза не попадался мусор, а гулять можно было в лесах и заповедниках. Все это относится к экологии, которая сейчас на стадии большой реформы. Как раз ее сегодня обсуждают на первом республиканском экологическом форуме. В зале около 200 представителей татарстанских компаний. До Нового года надзорный орган приходил, и у нас не было понимания, что они будут делать, на что обращать конкретно внимание. А сейчас уже с внедрением, вот только что сказали, чек-листов, у нас есть понимание. Это проходит в рамках новых комплексных экологических разрешений. Все объекты разделили на 4 категории. Чем она ниже, тем меньше проверок и санкций. Практически предприятие может выбросить, а это пока инспектор доходит, он уже рассеется. Для этого именно разделили предприятия на категории. Первая категория предприятий, на этих источниках будут устанавливаться датчики, которые будут в онлайн-режиме снимать данные. Эти меры должны стать одним из инструментов решения задачи о снижении вредных выбросов от президента страны. Владимир Путин отдельно отметил это в своем послании Федеральному собранию. За 6 лет объем загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний. И к выполнению задачи надзорные органы и бизнес идут вместе. И на форуме, а не в диалоге. С тем, чтобы предприятия могли модифицировать свои производственные мощности таким образом, чтобы они положительно сказывались на окружающей атмосфере. Так воздух должен стать чище, а забот у экоинспекторов меньше. Салават Ахмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Реализацию инновационных проектов в области образования и развития научно-исследовательских разработок обсудили сегодня в Доме правительства. Рустам Минниханов встретился с советником гендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником. Речь шла о сотрудничестве в этой сфере. К другим темам. Напали на гипермаркет, устроили взрыв, а после попытались скрыться. Таков сценарий учений Национального антитеррористического комитета. Согласно легенде, группа террористов устроила взрывы в торговом зале и на парковке одного из гипермаркетов. После злоумышленники попытались скрыться в лесу, где их обнаружили и обезвредили спецподразделения. Главная задача учений – оценить взаимодействие штаба с органами власти. Без газа, света, воды и никому не нужен. В Бугульме неравнодушные люди обнаружили одинокого деда, который несколько лет живет в антисанитарных условиях. За неуплату ему отключили все услуги. Его квадратные метры страшно назвать жилыми. Туалет на балконе, спит на полу. Единственный родственник от Фарида Аглямова, инвалида второй группы, отказался. Как дед опустился на самое дно и есть ли шансы выплыть, выясняла Филюза Хамидуллина. Ну, на вид самое страшное здесь это туалет. Светло стало в этой квартире только от наших видеокамер. Электрические кабели отрезаны, газ и воду отключили еще 3 года назад. Санузел не работает. И как у него обустроился, он только здесь спит, и все, мы заходим, он всегда тупо здесь лежит. Нашел деда вот в таких условиях и забил тревогу Максим. Он делал ремонт в квартире сверху. Однако показывать лицо мужчина отказался. Мы сразу, получается, начали, я видео снимать, я так и понял, что сейчас попробуем. Я говорю, дед, давай мы тебе поможем. Говорю, есть же люди, сейчас, говорю, я в соцсеть выложу, любому, кто-то отреагирует. Он говорит, нет, такого невозможно быть. Мне, говорит, сколько лет никто не помогал. Мне, говорит, все забыли уже, никто не помогает. Кушаю, чай, пирожок там беру. Фариду Аглямову 66 лет, состоит на учете в психоневрологическом диспансере с молодости. Последняя госпитализация была в конце 80-го года. Ни жены, ни детей. После того, как в 2013 году он чуть не поджег весь дом, соседка по подъезду Тамара Рассказова обратилась в госинстанции. В ответ на коллективное обращение, пожара, все это прочее. В общем, собственник, он должен быть госпитализирован в психбольницу, в Альметьевск, принудительно. Но Фарида почему-то никак не отправляют ничего. Живем, говорит, на пороховой бочке. То, что он не контролирует себя. Как оказалось, историю об одиноком инвалиде в исполкоме до этого не знали. К сожалению, данный факт нами был установлен только после того, как было обращение в социальных сетях. С этой целью нами был осуществлен комиссионный выезд. В настоящее время подготовлена локально-сметная документация для осуществления ремонтных работ. Также решается вопрос оздоровления жителей нашего города, ввиду того, что он еще является инвалидом второй группы. Как нам стало известно, у Фарида Аглямова есть единственный родственник, племянник, который прописан в этой квартире. И только. Если он заявит о помощи в соцзащиту и предоставит необходимые документы, то соцработники смогут взять инвалида под свое крыло.
Только когда проснется его совесть, под вопросом. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульма. До скорой помощи в ковше трактора. Прокуратура республики требует наказать виновных за такую нестандартную перевозку пенсионерки Апастовского района. Это произошло в деревне Средний Биебаш. У женщины случился гипертонический криз, но подъехавшая скорая не смогла вывести ее из дома, потому что дорога была завалена снегом. В итоге больную увезли трактором в ковше. Прокуратурой установлено, что это местные власти не обеспечили своевременную уборку. Мы не успевали даже сесть. На тракторах ходили, не успевали. Край деревни, там переулок есть. Вот эта переулка заполняет. Вот в это время как раз решили вывести эту женщину на тракторы, что дойти до скорой помощи. По результатам проверки прокуратура Апастовского района внесла в адрес руководителя исполнительного комитета сельского поселения представление, потребовав устранить нарушение закона и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении главы исполкома возбуждено административное дело о непринятии мер по своевременному устранению помех в дорожном движении. За парты сегодня сели сотрудники метроэлектротранса. Это те, кому осталось до пенсии 5 лет. Получают новую профессию, проходят переподготовку и повышают квалификацию. Программу обучения в этом году пройдут 2000 так называемых предпенсионеров. Какие профессии им предлагают? Юлия Муратова. Если вот посмотрите здесь элементы оси колесной пары. Андрей Чигунов сегодня в числе тех, кто получает новую профессию. 13 лет проработал инженером, до пенсии осталось 5. Хочет оставаться востребованным как сейчас, так и в 65. Через полгода обучения получит квалификацию слесаря по ремонту подвижного состава. Просто хочется еще поучиться. Вот то, что дается трудно в молодости, да, сейчас именно просто с удовольствием сидел на лекции, записал материал и так далее. А у Фердана Мухамадьярова 33 года стажа слесаря-агрегатчика за плечами. На пенсию уходить не собирается. В планах работать по новой смежной квалификации. Усовершенствоваться слесарем подвижного состава записался. Если агрегатчиком не получится, так получится, может быть. Ну, пригодится для себя уже. Они переобучаются вот этой профессии, или слесаря по ремонту подвижного состава, или слесаря по ремонту электрооборудования подвижного состава. То есть они приобретают вот эту вторую профессию, чтобы потом уже как-то на пенсии без работы не остаться. Новым техническим профессиям на площадке метроэлектротранса сегодня обучают 30 человек. Лекции 6 раз в неделю. Всего в этом году обучат более 2000 сотрудников. Перед подготовку кадров проведут и такие предприятия, как КАМАЗ, Водоканал и Международный аэропорт Казань. 118 приоритетных профессий, которые сегодня востребованы на рынке труда. А, конечно же, для тех, кто работает, это совместно с работодателем мы определяем, исходя на каком-то предприятии, например, КАМАЗ, метроэлектротранс, у нас идет модернизация оборудования. Помимо новой работы, пенсионеров с доходом меньше прожиточного минимума сделают перерасчет. Напомню, что ранее они получали компенсирующие льготы, но при индексации пенсии сумма льгот уменьшилась. Владимир Путин дал распоряжение вернуть их выплаты в полном объеме. Юлия Муратова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Такое у нас уже было. Сегодня в Госархиве Татарстана представили уникальные документы, своего рода прообраза мирового чемпионата WorldSkills. Ровно 100 лет назад в Казани уже проходила международная выставка мастерства рабочих. Как зародились традиции учить работать и кого можно считать прадедушками современных ресурсных центров. Дмитрий Аренин. Аллея парка Горького. Именно здесь 100 лет назад прошел первый в нашей стране смотр профессионального образования. Он стал частью Казанской международной выставки, как тогда говорили, мелкой промышленности. На нее съехались представители 30 российских губерний и 40 зарубежных фирм. Свои произведения мастера показывали на протяжении всего лета. За это время выставку посетили более 200 тысяч гостей. Было представлено, наверное, все виды промышленности, какие только существовали. Многое оценивалось. Во-первых, оригинальность изделия, дешевизна производства, возможность его массового производства. Многие получили и медали, грамоты, и многие школы были отмечены. Это ученица школы Фатыхи Аитовой. Заведение стало первым светским для татарских девочек. Здесь появились и уроки рукоделия. Как видно, учились готовить и шить одежду. С годами профобразование становилось все более массовым и системным. В Казанской губернии открыли 12 художественно-промышленных школ.
Кожевенная или напредельная фабрика Алафузовых. Именно при ней открылось одно из первых в Казани училищ, где обучали рабочих. Местные мастера считались одними из лучших по Волжье, а фабрика была поставщиком императорского двора. В советские годы образование рабочих приобрело еще больший размах. Только в Казани училища открыли более полусотни. Появились и конкурсы «Лучшие по профессии». Наиболее интересный был конкурс на «Лучшие по профессии» среди пахарей. Выполнить фигурное вождение трактора. На промежуточном рубеже метание гранаты на зачетное расстояние. Бег на 150 метров до финиша и стрельба из малокалиберной винтовки. Какие задания будут для современных рабочих и как они себя проявят, эволюцию WorldSkills увидим уже этим летом. Дмитрий Айрин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На экзамене в техникуме, как на чемпионате мира по рабочим профессиям. В Мамадышском политехническом колледже начались демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Навыки студентов оценивают не преподаватели, а независимые эксперты. На уровень знаний обращают внимание и будущие работодатели. Почему такой экзамен – прямой путь на хорошую работу, знает Вероника Гайнудинова. Показать все, что умеешь и знаешь. Сегодня здесь в профессионализме соревнуются студенты агротехнического колледжа. Их задача – показать навыки в обслуживании и ремонте сельхозтехники. Главное – все по европейским стандартам. Тут, в принципе, то же самое, как и у нас. Мы проходили то же самое, поэтому сейчас легко. Разбираться в электрооборудовании и двигателях всего 4 задания. На выполнение каждого 3 часа. Но такой экзамен может длиться от 6 часов и затянуться до 2 дней. На основании всех работ ребята получают скилл-паспорт, где у них указываются баллы из возможных 80 по 20 баллов каждый модуль. Такой скилл-паспорт станет дополнением к диплому. Его можно будет предоставить и будущему работодателю. Они, кстати, следят за работой студентов во время экзамена и уже подбирают себе кадры. Такие экзамены проходят в 6 центрах республики. Все они должны быть полностью оснащены. Во-первых, это ресурсный центр. У нас обеспеченность материально-технической базы. Следующими эти испытания пройдут сварщики, повара и автомеханики. Вероника Гайнудинова, Алмаз Камалиев, Фаиль Шайхудинов, ТНВ, Мамадыш. Луне нашли ее новый дом, и он будет в Казани. Это поручил сделать Рустам Миниханов. Поместить 2-месячную тигрицу, изъятую у наркоторговцев в Челнах, в казанский зооботсад. Напомним, недавно в сети появилась петиция на имя президента Татарстана, в которой зоозащитники попросили его помочь оставить тигренка в Татарстане. Иначе 2-месячную Луну, так зовут тигрицу, могли забрать в цирк. Легендарному спорткомплексу «Новый облик» около 800 чемпионов получили возможность для тренировок и новых побед. Здание Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва «Батыр» было введено в эксплуатацию в 1985 году. Здесь тренировались самбисты, дзюдоисты и другие. В 2018 году на объекте был введен капремонт, и сейчас он стал вновь доступен для посещения. Выпускники спортшколы «Батыр» являются самыми успешными борцами не только в России, но и во всем мире. Расположение не только для спортсменов, но и прежде всего для родителей. Это зал ожидания, в котором есть и уютное кафе, но и прежде всего та мебель, в которой можно спокойно подождать своего ребенка, забрать. Все меры безопасности при капитальном ремонте объекта также были учтены. Испания, Италия и Татарстан слились в одной симфонии. Сегодня в Казани проходит международный концерт с участием известных зарубежных музыкантов Давида Амадио и Светланы Товстуха. Вивальди, Бах, Баккерини – это далеко не все композиторы, произведения которых сегодня исполняли иностранные гости. Солистами выступил ансамбль старинной музыки «Нобилис». На концерте работает и наш корреспондент Алина Мусина. Алина, чем удивили гости? Добрый вечер, Даяна. Сегодня в отеле «Нагай» действительно ажиотаж, что неудивительно, ведь здесь совсем недавно завершился концерт с участием виолончелистов мирового масштаба. Испания, Италия и татарстанский ансамбль слились в единую симфонию. Я предлагаю телезрителям окунуться в атмосферу классической музыки и послушать отрывок из их выступления. The Baroque is different. The public, I don't know if they will like, but I'm sure that is new. It's new.
Давида говорит, что ему трудно сказать, сейчас посмотрим, как будет. Но это в первую очередь, он думает, что здесь больше играем романтической музыкой, чем барочной. Завтра здесь же Давида Амадио даст мастер-класс для ансамбля и солистов, а мы продолжаем следить за событиями на концерте. На этом у меня все. Даяна, передаю слово вам. Спасибо, Алина. И буквально через несколько минут Ак-Барс начнет вторую игру против «Авангарда». Это матч в плей-офф. Пока счет в серии 1-0 в пользу «Авангарда». А сейчас прогноз погоды. Я же прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Женский волейбольный клуб «Динамо Казань» не смог преодолеть основных претенденток на победу в Лиге чемпионов турецкий Экзачибаши. Матч группового этапа главного клубного турнира Европы прошел в Стамбуле и завершился поражением со счетом 3-0. Это фаворит турнира. По итогам матча «Динамо» остается на второй строчке турнирной таблицы. Первая за долгое время домашняя игра пройдет 2 марта в центре волейбола. В 17:00 «Динамо Казань» встретится с Сахалином из Южно-Сахалинска. 7 игроков команды «Динамо Казань» вызваны в мужскую сборную России по хоккею на траве. Участниками тренировок в составе национальной команды стали вратарь Марат Гафаров, защитники Денис Шипачев, Антон Корнилов и Семен Матковский, полузащитник Алексей Майоров и нападающий Павел Голубев. Кроме того, полузащитник Николай Янкун выступает в качестве одного из 3 ассистентов главного тренера сборной Владимира Конкина. Спортсмены из Татарстана завоевали 6 медалей на международном турнире «Московские звезды УШУ». Михаил Минаков взял золото в стиле цай-лифу и серебро в стиле винчун среди мальчиков. Даниил Береснев завоевал серебро в стиле шаолинь-тюань и превзошел Минакову винчун. Среди девушек отличились и Далия Гафарова, Камила Имангулова. Первая стала лучше в стиле буганджун среди юниорок, вторая завоевала серебро в стиле буганджуан среди женщин. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! В четверг погодные процессы не преподнесут особых сюрпризов. Будет пасмурно, выпадет снег, к вечеру снегопады усилятся. О погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно, снег и -3. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также около 3 градусов со знаком минус, будет облачно и снежно. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске синоптики обещают снег, местами метели. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе также метель и около 3 градусов. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном будет теплее, чем в других районах. Тут всего -1. Конечно же, без осадков не обойдется. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также пасмурно, снег и около 2 градусов. В первый день весны существенных изменений в погоде не ожидается. Торговый дом «Агрозапчасть М» предлагает запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные с заводов-изготовителей по выгодным ценам. Торговый дом «Агрозапчасть М» готов стать вашим надежным партнером. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. В Казани будет облачно, выпадет снег. К вечеру ожидается усиление снегопада и ветра. Дневные температуры -1, -3. Ветер южный. Атмосферное давление 739 мм ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 83%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.